Каждый год при формировании регионального бюджета львиная доля средств уходит на социальную сферу. Не стал исключением и прошлый год. Расходы бюджета на эти цели превысили 7,5 миллиардов рублей. Одним из главных итогов минувшего года – все меры господдержки населения сохранились в полном объеме. Более того, в непростых экономических условиях в республике нашли возможность для введения новых мер поддержки. Многодетным семьям расширили возможности использования регионального семейного капитала. Установили новую меру поддержки для онкобольных из труднодоступных местностей региона. Им возмещают расходы на проезд в больницы и обратно. В домах-интернатах создали дополнительные места, благодаря чему очередности в стационары соцзащиты не стало, а поручение президента было исполнено досрочно. В соответствии с поручением президента России, очередность на устройство дома-интерната к 1 января 2018 года должна была быть ликвидирована. Республика Коми досрочно выполненное поручение это, и к 1 апреля 2017 года мы в прошлом году впервые в истории нашей отрасли добились того, что у нас отсутствует очередность на устройство в стационарное учреждение социального обслуживания населения. В этом году внимание к пожилым и людям с инвалидностью не уходит с актуальной повестки дня. Остается в приоритете и поддержка семей. Республика уже включилась в реализацию демографических инициатив президента. С этого года через учреждение соцзащиты за рождение первого ребенка семьи начали получать ежемесячную выплату – более 12 тысяч рублей. Очень важная программа для нашей республики. Вы знаете, что вопросы продолжительности жизни, увеличения рождаемости, воспроизводства населения не могут сегодня быть решены без должной государственной поддержки. Поэтому мы с благодарностью принимаем и ответственно исполняем заявленную инициативу. Служба занятости претерпит большие изменения. С 2019 года вступят в силу поправки в соответствующий закон, по которому главный ориентир будет именно на тех, кто хочет найти работу, а не на тех, кто привык месяцами, а возможно годами стоять на учете. Я могу сразу обрадовать тех, кто говорит о том, что так давно нужно нам это было изменение в закон о занятости, и разочаровать многих из тех, кто считает, что служба занятости – это служба социальная. С 1 января 2019 года вот по тому общественному обсуждению законопроекта, который сейчас проходит, предполагается, что человек не сможет годами, как говорят, стоять в службе занятости и за это сохранять свой стаж страховой. Это самое главное изменение. Этот период накопления страхового стажа будет ограничен 6 месяцами. Если за полгода человек не определится, то стаж за ним сохраняться не будет. В условиях переформатирования рынка труда многие специальности могут стать невостребованными. В службе занятости делают подобный прогноз на ближайшие 5-10 лет. И как раз таки, чтобы не создавать вакуум свободных рук, будут расширяться программы переобучения кадров для приоритетных отраслей экономики. С использованием, в том числе и дистанционного обучения, чтобы человек, не выходя из дома, смог получить новую профессию. Татьяна Супряткина, Павел Люлинмин, телеканал Юрган.